Иллюзия, он нереален. Вот серьезно. Думаешь, это жизнь счастья? И 3-4 часов не пройдешь, без того, чтобы не устать или проголодаться, или в туалет не захотеть. Часа 3 всего протянешь. Ты зависим, всегда что-то надо. Большинство родителей, живущих здесь, растят своих детей, кормят их. Что будет с моим сыном, что будет с моей дочерью? Ты переживаешь за них до женитьбы, а после брака у тебя новые заботы. Их брак сложится? Или разведутся? У них дети будут? Они праведными будут? Нет счастья в этом мире. Не это счастье. Единственное счастье в вечной жизни. И если мы не трудимся для вечной жизни, то время, которое мы здесь провели, оно потеряно. Куда я попаду со своей жизнью? Чего заслуживаю? Сколько тебе? Каждый спросите себя, сколько мне лет? И будьте честны с собой. Что ты успел сделать в жизни? Что ты вложил в свою будущую жизнь? Что ты сделал, чтобы сказать: «О, Аллах, дождаться не могу. Жду не дождусь, пока покину этот мир. Я так взволнован. Я столько для тебя приготовил. Я так горд прожитой жизнью». Любого спроси. Величайшего ученого спроси. Брат, умереть готов? Ой, ты что, ты что? Не так быстро. Дай мне время. Чем ты занят? Что мы делаем? Аллах Субханаху ва Тааля говорит: поистине мы создали джиннов и людей только лишь для одной цели. Аллах сказал только, чтобы они поклонялись мне. А поклонение — это не только намаз. Поклоняться Ему, познавать Его, призывать других к Нему, прославлять Его. Сделать Его целью твоего существования. А на нас посмотрите. Так далеки от этого. Так далеки. Если спросить любого из вас, скажи честно: дорогой брат, намазом доволен своим? Нет, клянусь Аллахом, брат, нет. А что ты делаешь, чтобы исправить? 10 лет на намазе, 15 лет молишься. Намаз, который ты читаешь сегодня, такой же, как 10 лет назад. Далеко ли уйдешь с ним? Аллах говорит, преуспели верующие, те мусульмане, которые в своих намазах чувствуют хушур, смирение, сосредоточенность, вовлеченность, размышляют. А мы с вами по-прежнему. Про себя скажу, чтоб не обиделся никто. Как только говорю «Аллаху Акбар», начинаю думать о подругах 15-летней давности. О работе думать. Цифры в голове. Где моя мама, где моя жена, что она готовит. Думаю о чем и о ком угодно, кроме Аллаха. Пожалуйста, будьте честны. Братья, у нас откровенный разговор. Будьте честны со мной. Я крепкий парень, я вынесу. Если я умру вот с таким сердцем и с таким качеством намаза, думаете, я заслужу рай? Насчет меня скажите. Если вот с таким качеством намаза умру, думаете, рай заслуживаю? Спроси любого. Брат, устраивает тебя, как Коран читаешь? И все так засмущались, сразу начинают назад пятиться. Стесняются. Таджвид поправить. Вот я с семьей. Среди отца, среди моих дядьев. Им всем за 50. Всем им за 50. И они все еще до сих пор, до сегодня. Это арабы, которые приехали с Ливана. И по сей день он возглавляет намаз.
Сироту лазина ан'амта алейхим. Если он имам, мы все попали. Имамом встанет такой, и мы все попали. Это смешно. Но всю его жизнь сироту лазина. Согласно большинству ученых, его намаз батуль неправильный. Неправильный его намаз. Так ты, ахи, выбери время посидеть с кем-нибудь. Поправить таджвид, поправить Коран. А братья говорят: брат, да мне стыдно. Мне ж уже 40 лет. Брат, а чё стыдиться-то? И люди не стыдятся заявлять, рекламировать, что они гомосексуалисты. Не стесняются этого, парады устраивают. Вот я людей видел. То, что они со своими лицами делали, позорище просто. А он идет по улице и такой гордый, счастливый. А одеваются люди как? Цвета-то какие? Мужик, взрослый мужик. Розовые носит. Не понимаю. Мне сказали, это стильно, Аллах знает лучше. Но взрослый мужик счастлив носить розовое, рекламирует это. А ты стесняешься прийти к кому-нибудь, посидеть с ним, сказать: научи меня читать книгу Аллаха. Люди начинают ходить на курсы, торговать начинают в 40 лет. Что постыдного научиться читать книгу Аллаха? Чё такого-то? Ученые говорят, 2 людей никогда не учатся. 2 никогда не научатся. Знаете кто? Тот, кто стесняется задать вопрос, такой никогда в жизни не научится. И высокомерный. Я и так знаю. Я и так в курсе. Такие никогда не научатся. Просим Аллаха не делать нас такими. Мы хотим учиться, хотим двигаться вперед. Не хочу включать негатив, братья. Но жизнь наша так коротка. Спроси себя, что я делаю? Сидели на экзамене когда-нибудь? Кто-нибудь сидел на экзамене? Кто-нибудь? Да? Сидели на экзамене, да? Вот замечали? И вот такое в большинстве стран. Обычно, когда прошло уже полэкзамена, по времени, обычно колокольчик звенит. Как предупреждение. 40 минут осталось. Что вы делаете? Так, 40 минут. Вы чувствуете, что время поджимает. Просыпайся, быстрей. Долго тянешь с вопросом. Недостаточно быстро работаешь, быстрей. Если заминки какие-то, оставляй. Переходи к тому, что знаешь, к тому, что можешь сделать. Давай время. Полэкзамена осталось. Пророк Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: в среднем время жизни членов моей уммы 60-70 лет. 60 лет. Большинство из нас полжизни уже прожили. Наш звоночек давно уже прозвенел. А мы все еще не спешим. Мы должны это изменить. Должны начать говорить о смерти. Последний момент. Мы же о смерти говорим не чтобы стать депрессивными. Не к этому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, побуждал нашу умму. Мы говорим о смерти не чтобы мы, наши семьи, дети, люди вокруг в депрессию впали и потеряли надежду, нет. Наоборот, мы говорим о смерти, чтобы побудить человека оставаться в правильной колее и не отвлекаться на то, в чем нет необходимости.